Всем известно, какое место занимает село Эшера в Отечественной войне народа Абхазии. До сих пор многие называют Западный фронт Эшерским. Во время войны все мировые СМИ то и дело упоминали Эшеру, название села, ставшего историческим. Сегодня мы остановимся на одном эпизоде. В августе 1992 года, когда грузины взяли под контроль поселок Кутышха, мирные жители перенесли много бед. Многие не пережили эти события. Погибли 16 гражданских и 42 бойца. Территория от школы до курортных объектов была полностью разрушена. Эшера, когда шла война. Тридцать 31 августа танки перешли Гумисту и атаковали Эшеру в местечке Кутышха. Враг нещадно палил жилые дома и все, что попадалось на пути. Ни старики, ни дети не становились для них препятствием. Бессовестно, не по-человечески себя вели, как зверье. Мы воевали, наши дома сжигали. Тут мы видим, как с того берега реки идет пехота в черной форме, и кто-то кричит: «Не стреляйте!» Мы решили, что это чеченцы, ушедшие на разведку накануне ночью, и не стали открывать огонь. И вдруг они начинают стрелять по нам. Мы кричим: «Свои! Свои!» Но они не обращают внимания. Стало понятно, что это грузины. Началась перестрелка. Они прорвали оборону в районе пионерлагеря. Огромная колонна, где-то 25 единиц танков, много машин, вошла в село. Там жили авицбовцы. Они взяли в плен старика Алешу Авицба. Он немного говорил по-мигрельски, может, это спасло ему жизнь. Сумел потом вернуться. А куда вернуться? Его дом сожгли. И дом Вани Авицба, и Володи Сангулия. Старушку там одну убили. Кто смог, убежал. Немощные старики 11 дней прятались в лесу в окрестностях, боясь заходить в свои дома. Уходя, грузины заложили мины в селе. В доме Вовы Авицба, который работал в администрации села, они создали свой штаб. Его бедная мать, такая хорошая женщина была, подорвалась на мине. А ветераны Великой Отечественной войны, Хак Ицкуа, старика, убили и бросили прямо на балконе дома. Хварцкий Амкана выстрелили со спины. Его труп уже разлагался, когда предали земле. Бедная мать Вовы Авицба вышла выпустить корову и у своих же ворот подорвалась на мине. Они не переставали стрелять, дети были в страхе. Целых 6 месяцев я не знал, что с моей семьей, где они. Знал только, что их отправили в Майкоп или Краснодар. Женщины постарше остались, никуда не ушли. Они пекли нам кукурузные лепешки по ночам. Мы утром приходили, забирали хлеб. С голоду не умирали, и то хорошо. 11 дней продолжалась эта оккупация. Они перестреляли весь скот. Там рядом располагалась колхозная ферма. Смрад стоял нестерпимый. До 100 голов там содержалось, всех убили. Показали свое нечеловеческое лицо.
Армяне местные нам помогали, кто воду принесет, кто окоп выроет. Были и среди них, кто ушел, конечно, но немало тех, кто остались. Многие старики встали рядом, уже прошедшие войну. Они пришли со своими охотничьими ружьями, давали советы, как и что лучше делать. Моя тетя, старшая сестра отца, была замужем за грузином. Он пошел против нас. Их дом и поныне пустует. Я даже не знаю, что с ними стало, и знать не хочу. Когда началась война, мы, все ребята с Эшеры, собрались на берегу. Туда подтянулись и афонцы, и гудауцы. Стали распределяться. Я попал в опасную зону. Эшера — холмистое село. Там, где танки не могли проехать, грузины пошли в рассыпную. А танки прошли по равнине в местечке Астамр-Ярха, среди бела дня у нас на глазах. К чему говорю, отец мой воевал в Великую Отечественную войну. Был инвалидом второй группы. Я сказал ему: у тебя сестры в Гудауте. Одна в селе Куланархва, а вторая тоже рядом. Я тут справлюсь. Он наотрез отказался и сказал: я уже старик, кому я нужен? Никто не будет в меня стрелять. Потом его дом, наш дом, подожгли. А он в это время был у соседа армянина. Не выдержало его сердце, выскочил с криком: что ж вы делаете, сволочи? Сзади подъезжала БМП и выпустила в него 3 снаряда из двуствольного орудия. Его разорвало. Он упал в заросли папоротника. Кто бы сразу нашел. Вот так они убили отца. Мою маму и маму Владимира Авицба, чей дом они превратили в свой штаб, они держали в заложниках. Когда уже грузины уходили, их командир дал приказ убить этих 2 женщин. Никто не обсуждал приказы, но этот грузин оказался совестливым. Сказал им: я ел приготовленную вами пищу, не могу вас убить. Выстрелю в воздух, а вы спрячьтесь. Выстрелил дважды, повернулся, сел к своим в технику, и они уехали. Мы сразу же прибежали, каждый к своим домам, искали родителей, не знали, где они прячутся. Сперва пришли к Вове домой. Наши мамы плакали, они ведь тоже не знали, что с нами, живы ли. Потом, когда немного успокоились, рассказали нам все, что было и как хотели их убить. Какие зверства вытворяли. В день отхода насмеялись над нашей пищей. Всыпали мусор в кукурузную муку и много чего еще, даже стыдно сказать. И чтобы женщины не проболтались об этом всем, старший дал приказ избавиться от них. Но им удалось уцелеть. И так мы сидели. Уже вечер был. Тут мама Вовы услышала, что корова мычит. Такая хорошая женщина была, гостеприимная, добрая. Все мое детство прошло у них дома. «Ох, корова моя пришла», — сказала бедная женщина, и вышла открыть калитку. Подорвалась на мине у себя же на участке. Что оставалось делать? Мы с Вовой обернули ее тело в одеяло и стали копать могилу. Завер Тванба еще был с нами, погиб тоже бедный. Захир Папба был. Копали могилу, но начался такой артобстрел. Грузины-то уже ушли отсюда и теперь накрывали обстрелом. Кое-как похоронили несчастную женщину. Хак Ицкуа, ветеран Великой Отечественной войны. Его убили прямо на балконе собственного дома. Моего отца убили. Дома наши стерли с лица земли. Тогда командование дало приказ оставить гуместинскую позицию и перейти в Новый Афон. Но никто не бросил позиции. Наши предводители сказали: никуда не уйдем. Так мы и сохранили Эшеру и оборонительный рубеж. Это случилось 31 августа. Неожиданно началась атака, сплошная стрельба, взрывы. Мы не сразу поняли, что происходит. Вышли, стали думать, куда, что, с чего начать.
Все вокруг сотрясалось от артобстрела, даже деревья обрывались. Один старик, который добровольно пошел на фронт Второй мировой, 14 лет, Хакут Скуа, ему уже было под 80 лет. Надо же было убегать, уже видно, что идут на пролом. Но не дался нам. Сказал, не могу, сил нет, я уже старый, вы идите. Обстрел шел больше часа. Уже вечерело. Я увидел, как загорелся дом Хицкура Папба. Дом был новенький, красивый. Все происходило на его глазах. На следующее утро вижу, как мой дом долбят, кромсают. Вскоре грузины пошли на нас по кукурузному полю. Кукуруза уже была большая, молочной зрелости. Говорят на своем языке. Один из них подошел и встал прямо передо мной. Дети испугались. Я сказал им, не бойтесь. Наши начали стрелять из засад. Грузины понесли потерю. Скуа сказал мне, если можешь идти, уходи вместе с детьми. А сам не пошел, отказался. Грузины подняли в небо вертолет, хотели нас найти, так как мы оказали сопротивление. Зашли на танках в его двор. И дом, и фруктовый сад, все сравняли с землей. Мы прятались в лесу. Наступила вторая ночь. Но мы все были начеку, ведь искали нас. Рыскали, как шакалы, не смогли найти. Да, все же выжили. Но чего это стоило? Когда война дошла до Ишеры, грузины стали стрелять. Дома загорелись. Люди в панике. Наш главнокомандующий Владислав Григорьевич дал приказ: ради Бога, поговорите с людьми, которые живут на Кутышха. Надо их эвакуировать. В Гудауте подготовили место для них на Золотом берегу. Я обошел людей, сообщил им, что предстоит делать. Ребята воюют, им здесь есть кому помочь. Вы должны покинуть Ишеру и отправиться в Гудауту. Многие согласились и сели в машину. Мы их повезли в Гудауту. Нас там хорошо встретили. Но было много и тех, кто не бросил свои дома. Они сказали: Жора, мы не можем уйти. Хоть чем-то окажемся полезны вам здесь. Не проси нас, пожалуйста, покинуть вас. И я больше не стал их упрашивать. Они остались в Ишере, на первой фронтовой зоне, на огневой линии. Таких мирных осталось около 100 человек. Около 20 из них погибли от взорвавшихся снарядов. Они помогали воинам, кто еду принесет, кто воду. В Ишере проживало 1200 дворов. Немало было людей. Около 12 тысяч. Среди них около 700 человек были грузинами. Но Ишера очень хорошее село. Хорошее в том плане, что все относились с уважением друг к другу. Дружно жили, не разделяли по национальностям. Но тем не менее, когда началась война, мы решили в первую же ночь провести обход села, профилактические беседы с населением, чтобы не случилось ничего дурного. Ведь многие войны были на нервах. У кого родители убили, у кого дом сгорел. Мало ли что могло прийти людям в голову. Никто из местных грузин не покинул Ишеру.
Позже, когда война уже усилилась, мы с Ваней Сангулия пошли к Владиславу Григорьевичу и сказали ему, что ишерские грузины, старики, женщины и дети очень боятся, давайте их выпустим. Он согласился. Мы организовали машины, собрали их вместе с документами и отправили в Сочи. Хотя в то же время грузины писали, что Арземба устраивает геноцид грузин. Такая вот была несправедливость. Многие из тех беженцев потом оказались в Тбилиси. Кета Джоджо написала в газету «Вечерний Тбилиси» большую статью о том, как благодаря Арземба они выбрались с места боевых действий. Я считаю, что это была большая информационная победа в то время. Когда они поднялись на Кутышху, в прифронтовую зону, там, где живут авицбовцы, то заняли дом Вовы Авицба. Потом пешком направились в школу. Там им встретился Сангулия Боря. Его убили на месте. Напротив родового имения Владислава Арзенба жил Макацария Боча. Они его пристыдили, сказали: «Ты что делаешь, ты же грузин», и взяли в плен. Я потом узнал, оказывается, его привезли в Сухум, все зубы повыбивали. Он потом вскоре умер. Вечером того дня, когда грузины оккупировали Кутышха, нам сообщили, что есть жертвы среди мирного населения. Когда мы об этом узнали, я, Володя, Басик Авицба и Шота Ханагуа тайком на машине Гаргодзи Куркулия поднялись на Кутышху, оставили машину внизу и уже пешком дошли до блиндажа. Там была вырыта яма, в которой прятались наши мирные граждане. Вытащили по одному 24 человека и отправили их тайком в Гудауту. Успели за ночь. Грузины уже только утром начали обход. Они все остались живы в войну. По нам стреляли и во время похорон бойца Тванба, который погиб в Гагре. Там убила Сангулия Нури, но грузины не смогли взять все село, только Кутышха. В центр до Шицквары они не дошли, их не пустили. Из Кутышхи их тоже вытеснили на второй день, когда уже подтянулись другие отряды и чеченцы. Война идет, обстрел сильный был. Мы прятались у меня в подвале, бетон толстый, стены, соседям прятались. И один пробегал, говорит, там говорит, попал снаряд, говорит, и убил, один еще живой, говорит. Думали, кто, как раз за горой, на горе Верещагина, они там жили. Арзуманян Рафик там жил, он сын. Мы прибежали туда, правда их 4 было, двое успели заскочить в дом. Один в коридоре был, он легко ранен был, а хозяин дома, Арзуманян Рафик, только заходил на пороге. И снаряд там упал, когда мы пришли, у него кишки были наружу вывернуты, где-то ляжка разорвана, половина позвоночника нету, стенка была вся в мясе и в крови, забрызгана. Я не мог подойти близко, как-то неприятно стало. Там у нас был Миколян Ашот и Сагян Абик. Они пришли, взяли покрывало, кое-как собрали, положили в покрывало и занесли на койку. А потом война, надо гроб делать, доски нету. Из ящиков, мандарины ящики поломали, кое-как собрали, сделали. Похоронить надо. А наше кладбище, как на ладони, с нового поселка Сухум видно. Оттуда снайпер бил все время. Тогда Ахуба Жорик был председатель совета. Он нам дал машину грузовую. Мы
повезти под забором машину спрятали, по-пластунски пошли. Ребята его копали могилу прямо лежа почти, снайпер бил постоянно. И вот так вот похоронили. Потом женщины на второй день хотели пойти на кладбище, снайпер опять начал бить их. Они оставили и убежали. Вот такое положение было. Брат один раз у меня. У нас через день с Гудауты хлеб привозили. Пошел снаряд, ну, наверное, в рубашке родился он. Впереди упал снаряд «Град», его перевернуло. Он уже потерял сознание, куда идти. Наверх шел. Потом ребята там встретились, его поймали. Нет, говорит, вниз пойдем. Взяли его в Новый Афон, в госпиталь. У него осколок еще здесь сидит. Сказали, он не мешает, пускай сидит там. Говорит. Привязали ему кое-что и отпустили. Вот мы мирные вот только так делали, а что... Основные населения у нас эвакуировали в Гудауте, а мы там помогали солдатам. У меня 20 человек солдаты жили на Урсовике. Мы сперва им помогали, там снаряды привозили, выгружать, загружать. Потом меня подключили столовые охранять ночью, чтобы диверсии не было. Мы ночью принимали столовую, а утром шеф-повар раздавали все. Вот что было. Всю войну я там был, никуда не уходил. Всю войну под обстрелом. Только идет сильный обстрел, выходим и смотрим, чей дом попал или кого убило. Вот такое положение.